Теперь оказывать необходимую помощь пациентам медикам станет гораздо легче. Новенькие кареты отвечают всем необходимым медицинским требованиям. В реанимобилях есть все, в том числе и дефибриллятор. Прибор для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. Все мы видели в голливудских фильмах, как медики, чтобы оживить человека с остановившимся сердцем, крикнув «Мы теряем его», прижимают к груди дефибриллятор. В реальности эта ситуация не всегда может закончиться хорошо, но без таких приборов в современных каретах скорой просто не обойтись. Спасать жизни, не теряя драгоценные минуты. Автопарк Минздрава пополнился 10 такими же реанимобилями класса С и 12 автомобилями скорой медпомощи класса Б. Сали Акталиев таким переменам не нарадуется, поэтому не удержался и сразу сел за руль, чтобы протестировать новую карету. Удобно еда. Работники скорой помощи всегда на передовой. Они первыми приходят на подмогу больным. Поздравить и вручить ключи от новеньких авто приехал первый вице-премьер правительства. Михаил Илезов зачитал приветственный адрес главы Ингушетии. По мнению Махмуда Али Калиматова, руководство просто обязано следить за тем, чтобы служба скорой помощи ни в чем не нуждалась. Особенно это важно сегодня, когда мы противостоим пандемии. А пополнение автопарков скорых позволит поднять оказание экстренной медпомощи на новую ступень. Желаю вам крепкого здоровья и энергии, удачи и новых достижений. А далее самый торжественный момент – вручения ключей. Все эти автомобили распределили по станциям скорой помощи Наздрани, Малгобека, Сунжинского, Джайравского районов и медицины катастроф. Из-за пандемии число обращений в скорую выросло почти в 2 раза. Новые машины позволят вовремя приходить на помощь как больным коронавирусом, так и другим пациентам. До 50, до 60 вызовов в сутки, когда в предыдущие времена у нас было 30-35 вызовов. Ну, в 2 раза увеличилась нагрузка на отделение скорой помощи, и мы очень благодарны всем и своему руководству, и руководству республики за помощь, которую нам оказали, за то, что мы получили все-таки транспорт. Это будет для нас большим подспорьем. Тем временем звонки на пульт диспетчера не прекращаются. Алло, Назрановская скорая помощь. Да, слушаю. Что у вас случилось? Давление? Вызов принят. Бригада скорой теперь уже на новом транспорте выезжает к больному с давлением. Это не просто кареты скорой, а целая система оказания неотложки на колесах. В ней созданы все самые лучшие условия, чтобы медики качественно, а главное оперативно смогли помочь пациенту. Зара Зариева работает в неотложке более 20 лет и теперь с облегчением вспоминает те нелегкие годы. И раньше на УАЗиках мы ездили, было не очень-то комфортно, и без отопления, без ничего, ни дорог. А сейчас все условия есть для работы нормальные. Термоодеяло, современные носилки, спинальный щит, также кондиционирование воздуха, оптимальная температура для пациента, освещение и отопление. Автомобили оснащены по последнему слову техники. К больному на всех скоростях. Комфорт и только, говорит водитель скорой Хамзат Аздоев. Ведь теперь не нужно думать о замене деталей и поломках. Самое главное, нах уступать, другое может уступать. Видишь, вас хан уступает тут. Машин человек. Бобби, оттады. За последние 3 года из резервного фонда правительства России регион получил свыше 80 автомобилей скорой медицинской помощи, не считая еще 22, которые медики получили сегодня. Для нас это очень значимое событие, потому что наш автопарк пополняется такими комфортабельными машинами, как Форды класса С, и 12 машин это класса Б. Конечно, безусловно, это для нас большая, огромная помощь. Во-первых, это продвигаться к больному будет быстрее, удобнее больного транспортировать. Кареты скоро отправятся на свои станции, где их наверняка уже ждут новые вызовы. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.